приветствую также студентов. Это студенты первого курса. Для них это очень важно, потому что навряд ли у них такой опыт участия в конференции имеется, поэтому нужно и этот опыт приобретать, потому что вам придется потом преподавать историю. Значит, вы видите слайд, пожалуйста, смотрим туда. Слайд это с высоты птичьего полета, нет, первый еще. С высоты птичьего полета как раз вы видите современный город Пицунда или древний Питиус. Значит, вначале я приведу в качестве значит, цитаты слова Стражева, следующий слайд, пожалуйста, который сказал следующее, ну, к сожалению, вы оттуда не видите, но удивительное и глубокое чувство рождает Пицунда, бродишь по земле, насыщенной таинственной древностью великого и богатого Питиуса. Значит, известно, что в древности Пицунда, или Питиус, Питиунд, я еще вернусь к этому названию, ссылали попавших в немилость к могущественным римским императорам, христианских мучеников, воинов, епископов, государственных и военных сановников разного значит, ранга. Следующий слайд, пожалуйста. Вот как раз, чтобы у нас не возникало потом, часто возникает в абхазской историографии, как именовалось в древности Питиус или Питиунда. Вы видите изначальная форма Питиус, это именительный падеж. Именно так нам нужно называть, когда мы пишем, в том числе на русском языке. Питиунда – это особый вид склонения данной категории существительных, где возникает вот это «ндос». И в дательном падеже Питиунда. Отсюда происходит вот это разночтение и употребление разных названий Питиуса. Я привожу это из самого лучшего словаря греческого, это греческий английский словарь Лидли Скотт, подготовленный Оксфордским университетом, и из словаря Бабинетис, это лучший современный значит, исследователь греческого языка, он работает в Соединенных Штатах. Теперь далее. Значит, исследователи западные Энтони Брайер и Дэвид Уинфилд называли Пицунду метко, учитывая, что в 20 веке она обрела статус одного из лучших курортов Советского Союза, следующим образом. Фешенебельное место, ссылка святых. Это очень интересное название. Значит, сейчас мы увидим, почему это так было. Следующий слайд, пожалуйста. Во времена значит, соправления римских императоров Диоклетиана и Максимиана, речь идет о конце 3-го, начале 4 века, в Пицунду были сосланы римские воины, ставшие впоследствии христианскими мучениками, и Евгений с 3 своими соратниками, Кандидием или Кандидом, там разные значит, данные источников, Валерианом и Акилом. Я здесь привожу соответствующие источники, литературу, значит, откуда это все взято. Далее, следующий слайд, пожалуйста. В это же время, к началу 4 века, сюда ссылаются наиболее нам известные Арентий с 6 своими братьями, Эросом, Фарнакием, Фермином, Фермом, Кириаком и Лонгином. Эти все люди, сирийцы по происхождению, находившиеся на службе римской армии. Правда, источники нам не говорят, что они были именно направлены в Питиус, там говорится, что их отправили в Абазгию, но этот же источник нам сообщает о том, что Лонгин, его тело было выброшено на берег Пицунды, и там он был погребен. Значит, далее, следующий слайд, пожалуйста. Ну, самый, как мы говорим, самый известный ссыльный или отправленный на отдых в Пицунду, значит, это святой Иоанн Златоуст, великий учитель церкви. Он сюда ссылается в 407 году при императоре Аркадии. Правда, он не дошел до места своего назначения. Следующий слайд, пожалуйста. Далее, значит, во второй половине V века мы имеем еще одного ссыльного, антиохийского патриарха монофизита Петра Гнафепса, значит, возглавлявший тогда противохалкидонскую партию. По дороге в Питиус он, обманув проводников, бежал к Федору Евхаидскому. Значит, следующий слайд, пожалуйста. В VI веке великий император Юстиниан Великий, который строит у нас, как вы знаете, храм Богородицы, потом завершается процесс христианизации абхазских племен, при нем он издает указ, в котором будет сказано следующее. Этот фрагмент я использую для студентов
в том числе нашего университета, которые изучают древнегреческий язык, мы часто разбираем, но большей частью с магистрантами, вот, для того, чтобы было понятно, потому что здесь есть и термин Севастополис, здесь есть и термин Питиус, здесь есть и термин Абазге, здесь есть и термин Эксинус Понтус. Здесь сказано, причинивший ущерб государству по таковой причине, подлежащей ссылке с конфискацией имущества, будут сосланы на вечное поселение в Севастополис и Питиун, расположенную в крайних пределах Абазги и Понта Евксинского. Значит, следующий слайд, пожалуйста. В 2012 году в ходе работы на моей докторской диссертации в Греции, в Аристотельском университете в городе Салоники, я выяснил, что еще один известный деятель в древности был отправлен на Черноморское побережье Абхазии на отдых. В кавычках, разумеется. Значит, в самом конце IV века в Пицунду был сослан византийский, известный политический деятель Восточно-Римской империи Флавий Абундаций или Флавиус Абундатиус. Этот человек был родом из фракийской Скифии. В 392 году он получил звание магистра при дворе императора Феодосия I Великого. В 393 году Флавий стал консулом на Востоке. В 396-м преследуемый всемогущим евнухом Евтропием был сослан в Питиус, где находился до гибели Евтропия, то есть до 399 года, после чего добился перевода в менее опасное для ссылки место в Сидон, один из древнейших городов Финикии, современный Ливан. Благодарю за внимание. Спасибо. А можно вопрос? Да, пожалуйста. Вот по поводу абундации, это из какого источника? Да, значит, можно последний слайд? Да. Значит, смотрите, впервые об этом сообщает немецкий исследователь Клаудия Терч, да, она описывала времена Златоуста. Далее сообщает очень известный европейский историк Гиббон, вот, ну и у Кулаковского тоже это есть, но они ссылаются на Зосиму «Новая история», да? Но с этим источником это большая проблема, потому что, значит, вариант, который сохранился в греческом, и вариант, который сохранился в переводе на латинский, разные. Да? Вот, например, современное издание «Нео», «Новая история Зосима», если мы возьмем современное издание, к сожалению, там мы не найдем тот знаменитый фрагмент о взятии Пицунды. Понимаете? Да, к сожалению, нету его, да, в критическом издании. То есть они полагают, что это, возможно, какая-то поздняя вставка, либо из другого источника взятая. Поэтому, когда я писал, поскольку это не была моей темой, да, соответственно, просто небольшая заметка была сделана, значит, тот источник, я его тоже здесь даю, он упоминает, но он не упоминает об этом событии в Питиусе, в этом критическом издании. Да. А дальше уже по ссылкам можно будет выйти на поздние издания, в том числе в патрологии Граника, где это присутствует. Пожалуйста, спасибо. Еще есть какие-то вопросы? Ну, да, пожалуйста. Я не совсем о Питиунте вопрос задаю, просто давно меня этот вопрос мучает. Юстиниан построил для абазгов храм Богородицы. Есть ли в современной науке общее мнение о том, где именно он был построен в Абазге? Спасибо, Надежда. Значит, интересный вопрос, правда, вне как бы темы моего доклада. Да. Ну, тут что у нас, что мы имеем? Значит, вы знаете, что есть несколько версий. Да? С моей точки зрения, скорее всего, это Дранский храм, Дранский собор. Значит, почему я объясню? Потому что Юстиниан Великий создает, происходит реформа церковного института в Абхазии, создается так называемая Севастопольская архиепископия, которая, ее границы определяются провинцией Абазге. Так? Значит, если он создает кафедру, церковную кафедру в Севастополисе, то храм должен строиться в Севастополисе. Но то, что мы считаем границей Севастополя современный Сухум, да, там у нас таких построек, как Дранский, нет. У нас есть пятигранная церковь, у нас есть церковь, которую Олег Николаевич раскапывал, да, и так далее, да, базилика. Возможно, они могли тоже быть, но
уж слишком грандиозная постройка Дранская, да, и она аналогична постройкам, которые имелись в то время в Константинополе и в Италии. Сейчас одна исследовательница из России, она приезжала ко мне, она занимается, будет писать работу специально об этом, потому что она нашла такой же храм в Сицилии. Значит, в Константинополе мы знаем, что это было. Поэтому с этой точки зрения, это, скорее всего, Дранды. Но мы не можем сказать сегодня однозначно. Но, когда говорят о Пицунде, потому что вы видели, что Пицунда – древнейший христианский центр и так далее. Вот, к сожалению, мы не обратили с вами на одну очень существенную археологическую находку. Значит, совершенно случайно в Пицундах в 1965 году один мальчишка, который учился в школе, значит, фамилия, кстати, очень интересная, новокрещенный. Этот мальчишка нашел вислую печать, значит, свинцовую вислую печать, на которой мы имеем следующую надпись: Иагия София, епископ Федор. Печать датируется 7 веком. Я давал в этом году практическое занятие студентам первого курса. То есть, поскольку там все написано заглавными буквами, нет никаких сложностей, я говорю, как пазлы делают дети, сложите все эти буквы и прочтите, что там написано. Вот. Значит, почему я это говорю? Святая София, это не святая мученица София, как полагают, к сожалению, грузинские исследователи, которые опубликовали эту печать, и как, к сожалению, часто полагают наши исследователи, в том числе мои студенты. Святая София – это премудрость Божия, то есть Христос, в честь кого был построен самый знаменитый Софийский собор в мире, это Айя София в Стамбуле, в Константинополе. Потом возникали София Трапезунская, Фессалоникийская, Киевская, Новгородская, значит, Болгарская, современная столица Софии. То есть такой храм возникал там, где был очень важный крупный центр. Соответственно, если Юстиниан что-то строил в Пицунде, то это было, скорее всего, в честь Святой Софии. Потому что потом итальянские карты и порталы нам дают с 14 по 16 век название, топоним Санта-София. Поэтому, а здесь мы говорим, то, что вы меня спрашиваете, мы говорим о храме в честь Богородицы. Поэтому вот, если я удовлетворил вас своим ответом, да. Ремарку небольшую в связи с этим, по поводу Севастополя. Ну, тут октагональный храм, ну, кстати, датируется сейчас. Почему я говорю сейчас? Потому что чуть ли не каждый приезд Людмила Григорьевна меняет. 5 веком. Тот базиликальный храм, который фактически наезжал, нет, как правильно сказать, вот наехал. Да, он поверх него. Да. Поверх него, 6 веком. Да. Я уверен, есть еще храм. Еще один. Да. Еще не, потому что в той восточной части, где я проводил более-менее систематические раскопки, там найдены храм еще и более, может, грандиозный. Найдены остатки мозаик. С мозаичным полом, конечно, оно считается уже более уникальным. Так что еще один храм, даст Бог, кто-нибудь раскопает, Севастопольский храм. Так что, на самом деле, тот же Сандвильский храм, который некоторые считают, что-то не тот храм построил. Но вот, Олег Николаевич, все-таки согласитесь, что по масштабам, да, и особенно литургическим особенностям, то есть Гранда это уникальный. Ну и хронологически. Чисто материальное состояние был Юстиниан строить столько храмов, потому что храм Айя София, по-моему, 3 годовых дохода Византийской империи было потрачено на него и в своей дальней провинции. Да, но у нас он там источник Прокопий нам говорит один храм, он сказал, он не сказал, что Юстиниан построил много храмов, он сказал, что один храм, но просто когда мы читаем, люди, особенно за пределами Абхазии, не понимают одного, что когда Юстиниан уже строил, у нас в Пицундах 4 храма стояло. Да. Понимаете? То есть, да, они не знают археологии, они по источникам смотрят, думают, что Юстиниан построил, и мы стали христианами. Когда у нас епископ в IV веке уже существовал. Но я еще раз говорю, что архитектурно, еще раз повторяю, да, Дранский собор на территории Абхазии уникальный. Самый большой Пицунский.
самый большой из всех, что есть на восточном побережье, даже северном побережье Черного моря, это Пицунда. Но Пицунда это 10 век. Это объяснение есть. Но вот 6 века, да, 6 века равных ему у нас нету. И чтобы вы понимали, в мире их несколько штук осталось. 5 штук, по-моему. Спасибо. Спасибо. Если нет больше вопросов, да, спасибо. Так, следующий у нас.